الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Так, мы с вами остановились, покойника вымыли, омыли. Иншаллах, наверное, чуть попозже. Там сразу сделаем практику одновременно, то есть и омывание, так уж, без воды, без ничего, но и заворачиваем в кафан. Также, то есть вот кафан здесь есть у нас, и он пока что не, вот даже ножницы есть, чтобы его нарезать, но в этом я не силен, поэтому сейчас придет брат Рамилин, человек, который этим занимается каждую неделю. Он сейчас прямо возьмет материал, прямо у нас на глазах, скажем, его порежет. Потому что я это знаю примерно в свете, да, как что. То есть я его видел, держал в руках, заворачивал, но я сам никогда не резал. Обычно же там в Ихсане сами, то есть женщины, или мужчины сами режут, нарезают там покойник именно. Если уже вот такой набор продается обычно у нас, там еще больше вещей есть в этом наборе, там у нас там больше вещей. Здесь тот же самый материал. Здесь материал сам, здесь вот аврат закрывает материал, это, наверное, что-то дополнительно положили. Здесь он цельный, да, получается, сколько там, 9-10 метров материала, его нужно, получается, нужно нарезать под человека. И, как я сказал, то, что я сам не резал, то есть я уже использовал сюда готовое. А то, если я сейчас начну резать это будет очень долго. И если это сделает тот, кто уже этим занимается, скажем, не один раз, не два, не три раза, много раз, который этот материал там разворачивает, сейчас там уж изменяет и режет, на практике будет, иншаллах, лучше. Потому что сейчас там как раз с Ихсана там домывают. Сейчас он придет. Пока вы не проходите теорию, кажется, он сейчас придет, иншаллах, мы как раз дойдем до практики. Потому что практика уже это будет не так и долго, иншаллах. То есть покойника мы омыли, омывание покойника. Еще раз сегодня просто положим брата одного, покажем, скажем, уже так, скажем, на нем покажем. Да уж. И после омывания покойник идет, то есть нужно его завернуть в кафан. Это уж идет сразу, друг за другом, потому что тут помыли, тут уже обычно уж моем в одном месте. Рядом должно быть уже место, которое готовое для кафанника. Для кафанника должно быть готовое, потому что обычно лучше всего его там уже порез расстелить до начала омывания, чтобы был готов полностью. Там нужно найти какое-то место, чтобы человек можно было положить потом, то есть перенести вот с этих носилок, скажем, халаша, на которых моют человека, перенести туда на сухое место и положить его уже положить на готовый кафанник, чтобы уже быстро завернуть. Поэтому обычно же это заранее там где-то, может, диван там, что там приносит там какие-то вещи, может, где-то бывает, какую-то дверь ставят, да, в деревнях, что-то такое, чтобы человеку можно было положить во всю длину, расстелить кафанник, можно приготовить, потом можно покойника положить сверху. И кафанник, это у нас, как видим, материал, это материал. Главное, чтобы он закрывал тело покойника полностью. Поэтому, в принципе, там может и один-два куска возможно. Главное, чтобы он был по размерам подходящий, чтобы человека не было видно полностью. Это минимальные требования. В наше время, альхамдулилля, у нас с материалом нет проблем, в принципе. То мы совершаем, можно сказать, по максимуму. По максимуму, как является желательным, потому что материал это минимально, чтобы закрывал тело. Чтобы он был белым, это также является желательным. Это не фарш, не обязательно. Но когда есть белый, то уже никакой другой материал мы не используем. Исходя из хадиса пророка Мухаммада, который сказал, что надевайте
то есть белые одежды сами, и заворачивать в них мертвых. То есть белый цвет, белый материал, заворачивайте в них мертвых, сказано в хадисе. Поэтому, то есть, чтобы он был белый, чтобы он был чистый, даже чтобы он был новый, не является обязательным. То есть это, у нас, альхамдулилля, материала много. Раньше там сподвижники, конечно, то, что одевали они, у них же одежда такая была, там, такая оборачиваемая одежда была. Кто в хаджи был, пример такой, да. У них такие были виды одежды, не как у нас там рубашки, брюки там, и так далее, да. То, что вот тоже выкроено, сшито по телу. Они просто кусок материала взял, там, завернулся в него и пошел, грубо говоря. Поэтому умер, это все это там сняли, постирали, в него же его завернули, в тот самый материал. Поэтому это у нас, ну, альхамдулилля, у нас есть и белые, и новые есть, альхамдулилля, поэтому мы используем самое лучшее, да, получается. Самое лучшее, что возможно. Ну, материал должен быть, ну, скажем, нормальный, то есть, как говорится, хороший материал, получается, чтобы не был очень плохим, ну, чтобы не был, конечно, очень дорогим. Потому что если будет плохой, то будет как неуважение к умершему, если совсем будет, да, там, самый худший материал, который может быть, да. Самый дорогой материал покупать, это уже будет исраф, потому что в могиле все это известно, что с ним станет, с этим материалом. Поэтому такой уж простой, средний материал, так как вот, ну, даже вот одно время здесь привозили материал туда, в Мехсан, он был там почти прозрачный был, такой плохой был материал одно время, поэтому сейчас привозится, альхамдулилля, нормальный материал. И кафан мужчины состоит из 3 кусков материала, то есть там 3 куска материала. Арабы называют, то есть сауп, как одежда, хотя там просто там, как скажем, по-нашему сказать, простыня, да, грубо говоря, по-нашему, можно сказать, что это там простыню заворачиваем, получается, ну, по размеру подходит. 3 куска материала, и согласно, то есть масхаба Абу Ханифы, ну, то, что там 3, то, что больше нужен или не нужен, там есть споры. В хадис приводится, что пророк Мухаммад саллям похоронили в 3 куска материала, поэтому все, что это превышает, там иногда упоминается в книгах, там есть и споры между учеными, можно, нельзя, но там, ограничивается 3 кусками материала, потому что у нас, то есть у татар часто там, добавляют, там доходит там, и 4-5, может быть, кусков материала, потому что у нас там ставят, ну, часто ставят что-то наподобие трусов иногда, то есть закрывать это место, и чалма, то есть на гору, сейчас на гору там ну, ставится материал, который называется, то есть чалма, да, там и заворачивается, и ставится на голову. Хотя, конечно, в хадисе приводится, что пророк Мухаммад завернули в 3 куска материала, если у них не было чалмы, но вопрос чалмы остается открытым. Внутри масхаба Абу Ханифы там есть споры большие, нужно, не нужно, но в результате все-таки там большинство ученых, то есть большие ханафитские ученые считают, что чалма, ну, нежелательна и не нужна. Потому что если чалма будет 4 штуки, да? То есть будет 4 материала, это уже нечетное количество. А необходимо, чтобы было четное количество. То есть 3 или 5, да, получается уж. И 3 должно быть, или же, если делать, то 5. После. Если ставим там, чалму, уже будет 4. Поставим какой-то материал, там трусы будет 5. Но там, это уже лишнее. Ну, это и выходит из того, что сравнивая одежду живого и одежду мертвого человека, то есть, когда мертвого одеваем, когда похоже на одежду живого. Ну, столько кусков материала, сколько человек одевает при жизни, примерно так говорится. Поэтому мы ограничиваем 3. Мы когда, скажем, в деревнях, там, когда бабушки нарезают, то мы все-таки тут лишнее ничего не ставим. Там, может, приготовить могут, но те, что завернули, все, что лишнее осталось. Там, эти чалмы, все остальное не используют, потому что масхаб Абу Ханифы или же не используется, или нежелательно, или говорится, что, скажем, то есть, какой-то большой ученый еще можно, говорят, а обычному человеку это не полагается, да, такие почести, чтобы была чалма. У нас же, получается, почти поголовно. Так совершается. То есть 3 куска материала, из них 2, ну, можно сказать, что они, скажем, по размерам похожи друг на друга. То есть, если, скажем, мы начнем с наружного слоя, то есть,
слой, который наружный, который нам виден, то есть который видно будет, вот, кафенек. Его там есть название арабское, есть, его называют лифафа, его называют рида. Ну, лифафа слово, то есть оборачивать, да, то, что человек обернули. Рида это какой-то плащ, какая-то накидка получается. Ну, здесь используется название одежды человека, то есть живого используется. Ну, конечно, не похоже полностью целиком, но лифаф это получается то, во что обернули полностью, то есть завернули полностью. Например, в арабском языке, то есть капуста называется мальфуф, да, то есть обернутые, да, то есть завернутые листы, вот так что там круглые, получается и лифафа. И ее размер, понятно то, что то есть размер может быть разным, скажем, в зависимости от человека, потому что ребенок есть там подросток есть там взрослый человек, есть там 1,50 м, там, да, есть 2,20 м, есть так вот люди, поэтому не может быть одинаковый для всех материал, хотя вот, у нас же вот, мы нарезаем, у нас нет готового, у нас продается материал там 9-10 метров, из него уже нарезается кафенек, в Мекке там продаются готовые уже, то есть наборы. Там у них там, 3 размера, да, то есть 3 размера, то есть, и у них у всех длина одинаковая, 2,50. То есть, его длина, то есть все там, у них только ширина разная в этих кафенекларда, то есть длина у всех одинаковая, то есть 2,50. 2,50, ну, в принципе, вот если человек, здесь же нужно рост человека, а когда человек умирает, все-таки немного там вытягивается немножко, потому что расслабляется, мышцы чуть-чуть немножко, чуть длиннее становятся, чем был при жизни человек. Поэтому все это, его длина человека, его высота, его рост полностью, его рост, плюс еще со стороны головы, со стороны ног, должно быть сколько-то выходит там, 40 на 50, да, примерно, скажем, может даже поменьше, чтобы можно было завязать. Чтобы можно было завязать, когда завернем, чтобы со стороны головы можно было завязать, и со стороны ног можно было завязать, поэтому если рост человека, плюс там еще, сколько там нужно, да, чтобы завязать, там 30-40 добавляем с двух сторон, это будет, ну, конечно, голова, ну, там ноги чуть-чуть торчат, там уже, ну, чтобы, ну, хватало, чтобы потом это не мучиться, потому что когда вот один из заварочек кафенек, аполар порезали, кафенек сделали, но когда начали, как будто вот чуть не хватает, там пришлось там натягивать, пришлось там, ну, там держать, поэтому чуть там, если будет, это 10-20 до лишнего. Если того, что там проблем не будет, конечно, это не надо делать там по полметра, да, это слишком будет много. Поэтому, то есть рост человека, плюс там с двух сторон еще немножко делают, чтобы можно было завязать. Там, если там чуть-чуть плюс-минус, там до 40 сантиметров, это, в принципе, роли не играет. Потому что это такая вещь, которая не может быть указание, что вот там такая длина, такая ширина, которая неизменная. Эти вещи, они, ну, практически. Потому что ребенок, там, понятно, да, там, то есть там подросток, да, там, да, человек, который 1,50 на 60, и который там 2 метра, скажем, или 1,90 м, будет немного отличаться их длина кафенека. Ширина же, то есть ширина, ну, у нас, по-моему, материал здесь 1,50 м, да, сейчас. То есть сейчас ширина материала 1,50 м, поэтому, в принципе, на 1,50 м, ну, таких, как мы, должны хватать. Если человек будет немного побольше, да, там, получается, нужно будет, ну, добавлять материал, да, потому что раньше же совсем материалы были, там, по 80 см, да, там были узкие были, там не было такого материала, 1,50 м когда-то. Когда там бабушки покупали в СССР, они все были такие, да, материалы, там, 80, сколько, 90, сколько были, поэтому его, понятно, не хватало, их сшивали между собой, чтобы там было там, чтобы ширина хватала, чтобы человека полностью завернуть, поэтому вот из-за того, что тогда не было такого широкого материала, и были вынуждены это все сшивать между собой, чтобы сделать материал пошире, побольше. Ну, это, понятно, вещь естественная, необходимая. Это вещь, скажем, даже не столько религиозная, сколько там она, ну, необходимость жизненная. Но из-за отсутствия знаний часто, то есть, люди начинают какие-то вещи придумывать. Поэтому там в деревнях вот сшивание кафена — это целый был ритуал. Целый там ритуал стал. Там, чтобы были новые нитки, чтобы там были новые иголки, там получается, вот так шеи, так не шеи, там, да, то есть, чтобы стежки там были, там, чтобы там было без узлов, там, чтобы стежки были какого-то размера определенного, там очень много всего разного. Там, получается, люди сидели там, и какие-то определенные правила, придуманные самими людьми, их выполняли.
И здесь же главное, что шить, да? Главное, чтобы материал был, чтобы материал был достаточный. Как раз с теорией материала сначала, Рамин. Чтобы материал был достаточный, поэтому здесь главное шить, да? Как, чем, вручную, там, машинкой, там, вправо, влево, там, стишки какие-то, это роль не играет такие. Это потому что не религия. Поэтому это поднимать на какой-то ритуал религиозный, эти вот вещи, которые даже традиция человека, да, как эти вещи, они не нужны, да, а если получается, ну, из того, что все-таки кафенник, мертвый человек, там, когда у человека все равно какое-то такое отношение бывает, да, когда человек начинает из-за отсутствия знаний какие-то вещи добавлять, прибавлять, ну, от себя. Кто-то там начал, другой увидел, там кто-то может какие-то вещи сделал, там, может, у него было не специально, да, другой увидел, подумал, что специально, и так начинается. Потому что обычно любое там дело, вначале какое-то бывает безобидное, а потом это все превращается, часто там превращается в что-то уже такое неправильное. Поэтому вот кафенник есть, здесь 1,50 м, да, по-моему, ширина, да, Рамин? Ширина же 1,50 м кафенника, материала. Ширина 1,50 м. Поэтому, скажем, ширина, опять-таки, если человек, скажем, вот в Мекке там 3 размера, 1,50 м, 2,50 м. Получается, вот там для худых людей там 1,50 м, в принципе, да, то, что побольше, там 2 метра, совсем большим людям 2,50 м. Это вот готовый кафенник уже нарезанный продается там, в Мекке. Когда там, ну, в хаджи были, ездили Маид Ханага, то есть надо кафенник даже дали, ну, а когда из того, что багаж был, то он остался, где-то у студентов и остался в Медине. Потому что там у нас так, в хадж приезжаешь, что-то лишнее там оставляешь студентам в Мекке, в Медине, и там остается студентам буляка. Нет, я это не привез, там много-то привозили. То есть кто-то привез, кто-то не привез. Ну, сейчас будет лежать лет 20 или 40, да, поэтому, скажем, это уж просто привести как пример, показать, а там хранить материал там так долго, да, потому что вот нужно обеих хранить, но сейчас вот все готово есть, поэтому уже у нас там, если сам привозит человека, там же не надо кафенник из дома, да, везти, там, у вас сундука, да, который там лежит лет 20, да, уж там, вот этот узкий, да, там, да, желтый материал, да, поэтому, и все это оставляется, вот уже, кафенник не надо там все что-то. Поэтому, ну, потому что у нас татары там такие же, запасливые. Они же там кафенник азаля поела, приготовят себе при жизни. Но там, он летом, может, 50 поставил, там, да, лет 80 жила, 30 лет лежал этот кафенник. Поэтому, альхамдулилlah, сейчас в наше время же все доступно. Раньше просто было недоступно, там, в деревне живет бабушка, да, там, где-то магазин, она в город поехал, там, да, накупил, чтобы там, мало что, положил в сундук, и он лежит там. Она умерла, его достали, и все готово. А сейчас же у нас, даже в городе, в деревне, можно найти все легко. Поэтому, мне кажется, не надо там, ну, так уж заранее, да, может, накупил материал, полежал там, да, год, два, три, да, поменял, другой поставил. Это используешь на другие вещи. Тем более, если, ну, в деревне. А если здесь ихсан, то и не надо готовить кафенник. В любом случае, он будет новый. Все это новый. То есть, получается, первый, да, то есть вот кусок материала, который, скажем, ну, сколько там получается, 2,5, скажем, да, средний, скажем, да, примерно, да, длиною и шириной 1,50 м. Там плюс-минус, потому что если ребенок нож, там меньше будет, да, взрослый человек больше будет. Это вот внешний слой, то есть второй слой, скажем, ну, может сказать, такой же. То есть его называют изар, хотя, конечно, в арабском языке изар это нижняя часть, изар это вот то, что оборачивает нижнюю часть тела, в арабском языке как одежда, но здесь это уже то, что оборачивает все тело полностью целиком. И из Масхаба Ханифы вот эти вот два куска материала, они могут быть одинаковыми, то есть один к одному. То есть как вот внешний, так и средний материал может делать, скажем, такие же, то есть полностью идентичны друг другу. Но его тоже может немного покороче. То есть изар можно, потому что лифафа последняя, она все закрывает, а тут материал, там вот здесь, это можно сократить немножко, да, там, чтобы закрывало тело, чтобы тело человека закрывало полностью, а там можно делать завязку, там 40 сантиметров можно укоротить. Поэтому здесь рост человека, он может быть, а может быть и как первый. Если первый будет, там, здесь, когда завязка будет уже, только один слой будет, а там будет два слоя, да, завязки в этом случае. Ну, вся разница. И третий слой, ее называют, то есть камис, то есть рубаха, татар называют ее ахират кульмага. Это, скажем, такой кусок материала, который его
положим, там, в принципе, ширина, здесь, ну, ширина человек, там 4 человека, да, потому что там слишком человеку делать там тоже не надо. Здесь просто главное, чтобы человека закрывал, да, то есть, чтобы материал закрыл, там, положил, да, человека, то есть, закрыл полностью этот материал, то есть, сколько там нужно, столько хватит, наверное, да, сколько хватит, потому что, да, 70, да, то есть 80, потому что вот так же, да, вот здесь 50, да, здесь получается еще, тут немножко поставили, да, и закрыли тело. Материал, и его длина, это, скажем, то есть 2 длины человека от шеи до ног. Пример, скажем, да. Может, конечно, там, потому что все-таки ноги у нас ноги так стоят, да. Потому что, если сделаешь там до ног, то здесь открыто будет. Так что, получается, чуть подлиннее сделаешь, можно сказать, скажем, 2 роста человека сделаешь. То есть 2 роста человека сделал, длина, он после, потом, скажем, то есть, одна часть остается под человеком, другая, ну, со стороны спины остается, на нее мы покойника ложим, вторая часть закрывает именно верхнюю часть тела. То есть голова остается открытой. Ну, здесь, конечно, не видно будет, ну ладно. Ну, грубо говоря, это у нас, если вот так взять материал длинный, это получается рост человека, 2 роста человека, и у нас закрывает все от шеи и до ног с обоих сторон человека, а здесь мы в середине делаем прорезь, да, для головы. Когда так, положим покойника, есть прорезь, голову туда сунули, эту вещь закрыли, да, получается. То есть одна часть под телом осталась внизу, вторая часть сверху. И вот такой вот, получается, кусок материала, его называют ахаят кульмага. Ахаят кульмага, или камис, делается таким образом. Кафенник, вот 3 куска материала. 3 куска материала. Ну, между массами может, конечно, отличаться, да, когда мы, может отличаться между масхавами, потому что если в Мекке будете мыть, там может по-другому немного увидеть, да, кто там в Мекке был там, или поедет там, то чуть по-другому, но там, скажем, масхав Хамбари по-другому, у нас масхав Ханафи. У нас, скажем, получается, нужно местные учитывать, скажем, то есть местный масхаб, местные традиции, скажем, которые нужно учитывать, то есть, как бы, потому что, ну, у нас есть такое, что делать посуне, там, да, по Куране делать, у нас часто делать, да, но есть же все-таки масхаб тоже по Курану и посуне идет. Он же не идет же, скажем, почему-то другому, абсолютно. Поэтому, скажем, делить то, что, скажем, это один по суне, другой не по суне, это неправильное деление получается, неправильный подход в этом вопросе. Вот, скажем, кафенник, да, то есть мужской 3 куска материала, там женский он больше, ну, как у нас, нам, женщинам, заворачивать не нужно кафенника, поэтому там у них 5 кусков материала, и мужской проще, сразу скажу, то есть женский там немного там, то есть даже в книгах читаешь, мужской раз, все объяснено. Женский начинается разногласие. Там этот кусок материала, его длина, его ширина, куда его ставить, там на голопоток, как его завязывать и так далее. Там, я буквально до вас, да, вот октябрь, ноябрь, я здесь преподавал апаларга женщинам, там 4-5 недель было, там, по часу-1,5 часа, там чуть-чуть там развернуто было. Но там, когда шел до кафенек, мы здесь вот взяли куклу, и мы куклу заворачивали. То есть куклу прямо перед всеми, здесь вот апаларги ставят так круговую, да, с этими с телефонами снимать. И вот куклу завернули в кафенек полностью, да, то есть по-женски. Я первый раз заворачивал женщинам, да, в кафенек именно куклу. За это всегда мужчины же были. Поэтому женский больше был в теории, а здесь, получилось именно даже на практике. На практике мужской все-таки проще. Ну, здесь же, исходя из того, что мужчина как бы меньше одежды одевает, чем женщина, в принципе, это всегда же было. Это, может, сейчас женщина как мужчина одевает. Раньше там у женщины материала больше было на теле, видов одежды было больше. У мужчин было всегда меньше было. Как-то всегда было там такое отличие, ну, в истории одежды людей. И тогда, скажем, если можешь, ну, теория, в принципе, понятна, да, то есть теория, в принципе, понятна, так, более-менее, да, то есть, в принципе, ничего сложного нету, даже если завернуть человека в кафенеке, также, иншаллах, то есть несложно. Поэтому, все-таки, наверное, с вами лучше сейчас перейти к таким, да, то есть показывая, поэтому никогда в Ихсан не был. Всегда есть желание пойти в Ихсан помыть покойника, но нужно пока собраться один раз. И там где-то я там мою, да, то есть я кроме Ихсана где-то мою, да, хорошо, там, да, в деревнях, там где-то в квартирах что-то мою, в Ихсан я так это
и не попал. Все это собираешь, нужно, походу, один раз храмили пойти. На практику храмили пойти нужно разок, иншаллах. У него опыта больше меня. У меня теории больше, у него практики больше. Это, я понимаю, для этого, да? Это у нас ауратка, да, материал. Так, тогда сейчас мы... Да. Сейчас будем мыть, будем сейчас как раз. Поэтому сейчас, наверное, вот, может, сюда там, да, вот на эту парту, да, она длиннее, да. Саид, ты хочешь, да? Давайте так сейчас сделаем. Когда мәйітні алып келер бетінде салалар, да? По-русски, пожалуйста. По-русски? По-русски, да, пожалуйста, да. Ну, привезли когда труп, да? Также вот положили, мы его накрыли. Одежду, допустим, мы с него сняли, да, в данный момент сейчас. Если вот это такая рубашка, брюки, понятно, они просто как бы заходят сюда и отсюда стягивают. Если это такая одежда, это все срезается. Вот, да, берем ножницы, да, все. Рукава, все это срезается. Если это домашний, там, естественно, ничего не будет. Если он приехал из больницы, из морга, да, может быть кататор где-то здесь, там, да, мочевые кататоры и так далее. Просто такой визуальный осмотр как бы делаем. Где-то пластырь может быть наклеен, например. Ну, там, проезжал в больницу, пластырь наклеили, отправили. Это все убирается визуально сначала. Осмотр такой. Ну, то есть я просто говорю, что нужно мыть кожу, да, чтобы нужно, ну, как густо живого человека, да, если мы когда берем густо сами, если остается пластырь, сухое место останется, может, густо будет неправильным. Поэтому, когда мы это все, то есть самое то, что как будто вы сами моетесь. Чтобы как будто вы сами себе густо берете, те самые же правила, те самые же, скажем, ну, вещи. И здесь то же самое выполняется. Поэтому, ну, то, что одежда, потому что одежда, когда, все же, это одежда все равно выкинут, да, никто же, то, что было на покойнике, не оденет больше, да, даже постирает, никто не оденет. Обычно. То, что там в шкафу висело, понятно, да, это останется. А то, что вот он на себя надевал, это все в мусорку сразу. Поэтому там резать, там выкидывать, это не нужно жалеть. Здесь как бы не считается исрафом, потому что все равно, даже вот сами оденете одежду с него, так человек же не оденет, да, если узнает, да, он даже был на покойнике, даже постираешь, человек не оденет одежду в наше время. Раньше, наверное. Ну, раньше, может, одевали, но в наше время не оденет. Поэтому, ну, человек говорит, что человек, вот аврат нужно закрывать, мы говорим, ну, объясняем, да, мы вчера объясняли, все теория у нас была, вчера на вчерашнем уроке, то есть, может, там, как помыли в теории, тоже сегодня решили сразу вместе с каферником дальше идти. То есть, ну, то есть разделили, то есть вот мы закрыли здесь уже, даже он чуть-чуть побольше, да, можно так сказать. Ну, если исходя из Масаба Абу Ханифы коленки аурат считаются. То есть от пупка до коленки, коленка входит в аурат. Поэтому, скажем, это там между масхабами споры идут, коленка входит, не входит. То есть у кого-то до коленки, у кого-то с коленкой. То есть Масаба Абу Ханифы с коленки аурат. Это уж просто, если поедете в Мекку, да, там турки, там, афганцы и так далее, ханафиты, если ты чуть поднимешь до свой и храм, да, то тебе скажут, закрой. Тебе подойдут турки там, или придут ханафиты, и тебя заставят закрыть. Если ты будешь стоять намаз, там скажешь, там, тем более намаз неправильно будет по ханафи. Поэтому, скажем, это уже такая информация, то, что аурат вещь спорная между учеными. Ну, как бы это сейчас максимально пупка до колен и вместе с коленом. Может быть, там, это уже исходя из масхабов. Ну, как сказал Рамин, правильно, да, что после когда у меня после покойника были нормальные были, да, там не все там были. Да, я говорил что на том уроке, то, что когда покойники разные могут, да, быть. Там очень разные могут быть. То есть, там даже, может, не представляем, какие бывают разы, да, кто не сталкивался с этим, да, даже не знает, там, да, что там такие разные могут люди быть, да, именно после смерти. То есть там разные смерти, там, да, то есть разный срок лежания, там, да, умер человека, там, разные болезни и так далее. Поэтому, скажем, это просто так кажется, вот легко и просто, да. А когда там подходишь, да, может человек, то есть там изранен, там, да, изрезан, там, может человек там воняет и так далее, да. Поэтому там, скажем, не всегда может даже приятно быть. Но это поклонение, то есть нужно все равно его вымыть и похоронить этого человека. То есть все, раздел получается, аурат закрыли, то есть это аурат у нас, скажем, как мы говорим, не открывается совсем никогда уже. Даже до кафенок остается он. Там, конечно, иногда, конечно, он все равно будет мокрый. Там иногда там какой-то материал сухой ставить иногда, могут заменить в конце уже, да, может останется, потому что не положено, там, может быть, дополнительный какой-то материал поставить. То есть, как мы говорим, что по Масабу Абу Ханифе, там сначала делается истинджа, сказано, да? Истинджа делают у нас, да? Пока вот не поступили, в каком направлении ложить, это не важно, да, ничего? Нет, потому что вот здесь их сам там же стоит, там, да, уже.
Там, а в домах там, да, там у нас приходишь иногда там, и как-то там, то есть поперек киблы там, да, какие-то есть там движения, да, там поперек киблы ложить пытаются, там, или там с ногами в сторону киблы ложить пытаются. Там к них приводятся некоторые свои эти, да, ну, там, в принципе, здесь как удобно. Потому что когда приходишь, да, в квартиру, да, квартира, вот такая комната, а покой лежит вот так поперек, да, то есть там ходить невозможно. Потому что там, ну, там киблы, да, положили, как тут сказал там, да, то есть как в сторону киблы ногами или поперек киблы положили, а ходить-то неудобно. То есть, получается, здесь вот упирается в шкаф, тут упирается в стену, да, фактически. И там, получается, нужно вот так там вот как-то ходить, нужно, да, мучиться. Поэтому поверни, как удобно будет, да, чтобы можно было спокойно ходить там людям, да, то есть воду приносить, воду уносить там в домах. Там у нас там вода утекает, да, здесь в Ихсане. Там все поставлено, там ничего не двигается. А там в домах, поэтому все, здесь, там в книгах приводится... Ты еще не устал лежать? Нет. Подушку не надо? Там в книгах есть то, что перед смертью, куда повернуть человека, там же после смерти так не приводится. То есть там перед смертью есть там лицом в сторону киблы или ногами в сторону киблы есть. Это перед смертью. Когда человек еще живой, там есть варианты его положить, получается, вот на правый бок в сторону киблы, то есть положить, как в могиле, получается, да, на правый бок, да, когда положить. Если невозможно, то, получается, если вот ногами в сторону киблы. Ногами в сторону киблы, потому что здесь, если берем голову, там ложим подушку, у него лицо будет, да, в сторону киблы. Если ноги, здесь лицо главное. Поэтому это второй вариант. Все, смотрите. Это все есть в книгах до смерти приводится. По смерти там уже не столь важно. Поэтому, там здесь сказано, эти вопросы, если можно, да, если невозможно, то как удобно. И все. Поэтому здесь чаще остается, как получится, как удобно людям. То есть делаем истинджа, да, у нас ничего не видно, получается, там уже нужно тоже заходить, там, да, там нужно, скажем, мыть, есть там перчатками, там тряпками, потому что это ничего не увидишь. И есть, конечно, свои неудобства, но ведь вообще есть неудобства есть. Ты не скажешь, что мне так неудобно, да, давай все выкидываем, да, я буду мыть, да, как неудобно. Поэтому это, неправильный подход. Где поставим какие-то правила четкие, шариатские, там уже удобнее смотрится. То есть в любом случае, намаз неудобно отвечать так, да. То есть у нас пост какие-то есть неудобства. Поэтому и покойникам какие-то есть свои небольшие машакат, да, неудобства, но это мелочи. То есть если мы засунули руку там, да, если все это помыли мы ему, затем, скажем, переходим на тахарат, то есть, и у нас начинаем с правой стороны, поэтому смотрим, где покойник правой стороны, да, потому что если стоишь правой стороны, да, а здесь стоишь, да, получается, моя правая рука, человек может подумать, что здесь правая рука, да, поэтому нужно сориентироваться, не потеряться, и смотреть на правую руку покойника, да, а не свою правую сторону. То есть человек может там, как ракурс будет, да, какая сторона человека будет, так и может показаться. То есть, совершаем, то есть тахарат получается, то есть полный, то есть там начинаем, то есть ему помыли кисти рук, как обычно, да, то есть право помыли, там, лево помыли, как я говорю, то, что, в принципе, можно, вы как делаете, просто спрашиваете иногда. Сначала право помыли. Непонятно, потому что здесь спрашивают, а палар обычно, а можно ли тахарат двоим людям, одновременно покойнику? А в деревнях же там же два кумрана может быть. У вас человек один, поэтому в деревнях может быть два кумрана быть. Поэтому, то есть правая рука, то есть левая рука, то есть помыли, потом, то есть мы говорим, что потом рот и нос, вопрос спорный, ранние ханафиты рот и нос совсем не трогали, абсолютно. Более поздние ханафиты начали, когда рот и нос, там материал там, то есть ему там рот там, да, то есть там обычно в деревнях, там, у нас здесь то же самое есть, наверное, да. Поэтому Карганюк их самга. Я думаю, что я также учил всех, да, я всех там учил, большинство из них. Поэтому я уточняю, да, получается. Руку до локтей моем, да? Нет, это кисть рук. Как-то тахат свой тахат, да? Это потом до локтей. Поэтому после кисть рук помыли сначала, вот, именно кисть рук помыли, потом справа там помыли, да. Потом, когда переходим, что там ему рот там, да, там 3 материала намочили, там, потом вот нос, сколько возможно. Здесь получается только снаружи, получается, да. После как, так внешне, то есть немного намочили ему, рот и нос получается, там же не больше засовывать в рот руки, да, не больше в нос засовывать пальцы, да, чтобы намочить как можно глубже у него. Это некрасиво будет и неудобно будет. Здесь чисто уже внешне. Потом то есть, поливаем на лицо. Здесь нужно учитывать то, что нос там нужно немного прикрывать, да, чтобы вода не попала там, в рот, да. Потому что если будешь поливать сверху, да, воду, да, там же рот, нос открытый, там уже может залить. Поэтому если, скажем, учитывая то, что есть отверстие в лице, нужно не заливать туда воду, ее туда потом не уберешь никак. Здесь нужно прикрывать, закрывать, но намочить все полностью, то есть лицо намочить ему 3 раза. Затем переходим
ну, как обычно тахарат, здесь уже, то есть правую руку, здесь у нас до локтей, то есть здесь, когда мы моем руку, даже в тахарате своем, нужно, это входит от пальцев, ну, от кончика пальцев входит до локтя входит. Потому что даже если мыли один раз до кисти рук помыли вначале, и не потом ее мыть не нужно второй раз. Поэтому не отсюда, а отсюда. То есть от кончиков пальцев доходим до локтя, каждую руку моем правую, затем то же самое уже переходим. Левую руку помыли, также от кончиков пальцев воду поливаем до локтя. Затем ему делается масх на голову, как обычно, да, и потом мы моем ему, то есть ноги. То есть правую ногу моем ему, как обычно, во время тахарата, полностью, и левую ногу также моем во время тахарата. Вот, ну, тахарат обычный. Наш с вами обычный тахарат, то же самое, да. Ну, там, конечно, говорю, там в книгах приводится иногда некоторые разногласия, там вот рот, нос, там ну, ноги сразу моются, понятно. Если там потом не оставляются, потому что живые люди могут ноги быть в конце русла помыть. Приводится там, кисти рук, некоторые приводят, что мыть не нужно, потому что когда живой человек уже помыл полуогром, потом руки моет. Поэтому здесь как бы мертвым можно сразу переходить на рот, нос, без кисти рук там приводится. Но мы обычно эти разногласия оставляем и все делаем. Ну, полный тахарат совершается, уходя от этих разногласий, которые приводят ученые фикх в своих книгах. Затем переходим, то есть, на голову. Говорю, что голова имеется в виду волосы. Где говорится голова, там, протирание головы, мыть голову, это все имеется в виду именно верхняя часть головы, нужно помыть именно ему волосы. Да? Волосы помыть ему нужно, может, держит, да, другой там, воду поливает ему, то есть намочили там, все, там на шампунь, там, намылили, да, все это смыли, пару раз потом все это промыли волосы, голову ему. Все, получается, у нас лицо же мыли же, волосы помыли, теперь переходим на тело. Переходим на тело, то есть имам Абу Ханифы, это масса получается там уж мышцы. Ну, когда ты ходишь, масса делается же, там немножко уж. Вот, если в принципе чисто, если грязно, там все равно потом уже домочь, да, потому что же покойник раз бывает. Просто, может, тахат взял, там, если чистый, хватает, да, намочил, да, немножко. Если там видно, что в ушах грязь есть, значит, нужно будет помыть и в ушах, чтобы не осталось грязи на тело человека. Это тоже учитывается же. Поэтому здесь, наверное, все-таки иногда, если очень грязно, может сначала это все наполоснуть, да, убрать, потом начинать мыть, возможно, когда есть очень грязный. А может, конечно, все это включить в уши сам. То есть пришел, лежит покойник, может, как-то там грязь есть, ну, если там очень грязно, там, может, убрал уже, да, слишком то, что потом будет замарает, да. Это, потому что шланг у нас здесь, шланг, там воды много, сколько угодно может лишь. А дома, там все-таки кумбан, там ведро, нужно там таскать много, тем более там где-то там замарается там, и так далее. Это уже, там, многие вещи смоются там, чисто на месте уже, исходя из состояния умершего человека. Затем мы говорим, что нужно будет его повернуть на какой бок? На левый бок, получается, как нужно его. То есть, получается, нужно. Где у тебя левый бок? Где у тебя левый бок? Я не знаю, думаете. Покой не скажет, да, я потому что монитамин, да. То есть, как бы нужно, получается, чтобы его, вот, скажем, вот так нужно будет его поднять, вот, закрывая ханда. Ну, здесь вот одного человека не получится обычно, да. И, скажем, вот так получается, чтобы я урад закрываю, чтобы не открывался, потому что бабайна там, от этого здесь вот так ошелпал, да. Вот могут там, потому что повернули там, материал ушел там, да, там пол зада торчит, там, и так могут оставить. Поэтому здесь уже кто-то поворачивает там один-двое, там, кто-то один там смотрит за материалом, чтобы он был закрыт. И получается вот у нас таким образом, то есть, говорю, что нужно начинать с правой стороны мыть покойника. Поэтому, ну, Масхаб говорит, что именно вот правая сторона. Но мы моем, он лежит так, но мы моем все тело полностью. Не только правую сторону его, не только половину тела, а и верхнюю часть, и нижнюю часть. Полностью целиком. Ну, сейчас воду поливаем целиком полностью, намочили, чтобы там вода попала там, то есть, чтобы попала здесь, там, виде попала вода, там, получается, и в ту сторону там, ну, здесь сколько возможность, получается, мочим, здесь материал, получается, на материал, там материал растираем, чтобы это попало, там, все, там, ноги немного поднять, чтобы здесь все намочилось полностью, потому что здесь же вот там внутри тоже, там, побильнее, потому что здесь попадает вода, там же внутри, мы же не можем открыть, да, ну, конечно, возможно, там, да, если там, шлангом, там, да, то есть, ошмешано там, да, если шланг есть, удобно, кумбан уже только сверху всегда, в этом месте, а в Ихсане удобство здесь, если даже моешь, вот так засунул руку, да, там, вот там, намочил, да, все это, не глядя, там мокрый будет. Ну, вот первый раз, то есть, намочили, то есть, все это, можно сказать, там, намылили, да, скажем, все это смыли, это будет считаться у нас как первый раз. Первый раз все это помыли, теперь опять нужно
Ну, удобно, да, когда он сам шевелится, да? Да? Удобно, когда он сам шевелится. Покойника нужно держать, да, он падает и так далее. То есть мы должны, да, вот видите, открывается нужно, одному неудобно, нужно, чтобы кто-то там помогал, чтобы не видеть ничего ненужного и лишнего. Вот то самое это выходит. Положение, если, в принципе, если покойник чистый, да, там можно просто чистой водой, опять-таки, то есть полить воду полностью, начинаем отсюда поливаем сверху, то есть идем и там все там, ну, чтобы все намочить. Мы говорим, что нужно все намочить. Конечно, здесь вот открыто намочили, да, даже вот материалы есть, там тоже нужно, чтобы все тело было мокрое. Если мы говорим, как мы говорили, что если нужно мыть 3 раза, значит, чтобы все 3 раза, то есть все тело было мокрое, чтобы вода попала. То, что там в первый раз уже вода попала, да, сейчас не надо, так не говорится. Чтобы первый раз намочили все тело, там ничего сухого не осталось. Второй раз то же самое, да, когда все полностью, ему поливаем, все намочили, чтобы не осталось ничего, никакого сухого места не осталось. Спокойненько, чтобы был там 1, 2, 3 был, да, чтобы было первый раз, второй раз, третий раз. Полноценные были. Потому что если частично будет, здесь когда воду полили, там здесь не полили, да, получается, это когда не считается за 1 раз. То есть первый раз полностью, второй раз там половина, это будет у нас сколько? 1 раз был, да, может 2 раза будет максимум, но не 3 раза. Все, полностью полили, когда сколько возможно, обратно его, то есть, ложим на спину. Видите, видно, что на материал, да, то есть, когда начинаешь двигать, там все это уже двигается, значит, один там двое двигают, один там держит материал, чтобы... И немного мы приподнимаем, то есть туловище чуть-чуть, сказано, да, и нужно немножко ему там нажать на тело, потому что он все-таки немного там может, если... Пресс, да? Пресс нету, да? Пресс нету, да? Немного. Нет, давай, эти держу, эти держу, ладно. Не отпущу, иншаллах. То есть, чуть нажать там на кишечник, да. Если что-то там у него выйдет, если что-то не выйдет, то просто там смываем. Все смывается, и говорит, что это на гусл не влияет. Поэтому живой человек, у нас гусл был там тахад неправильно был бы в это время. А для мертвого человека, там, у него все равно, там, ты выходишь, у него где-то вот там, здесь, может, у него там с уха, там, может, с рта, там, может, где-то есть, там, катетер есть, там, да, у него там какие-то там раны есть, да, там, после вскрытия там есть, там, да, вот, где вот все равно кровь выходит. Поэтому, то есть это естественно, что у мертвого человека что-то может где-то выходить, потому что пока живой, оно все равно держит все тело, а когда умирает, человек расслабляется, там всего, что это есть, оно начинает вытекать, выходить, искать пути выхода. И потом обратно у нас, это у нас два раза было, то есть приподняли, помассировали, да, смыли при необходимости, если что-то вышло. У меня лично все покойники были, которые уже болели до этого, поэтому обычно ничего не выходило. А выходит, когда в это время, потому что покойник раз бывает же, он может кто покушал, да, там, да, и потом там авария, там, или сердце остановилось, да, и так далее. То есть человек там, с полным желудком и так далее, там, может, там уже до этого сколько-то поел, там, пища все переварилась, там, моча и так далее. Это сейчас держит, да? Когда расслабляется, там, мышцы не держит, все, что есть, у него уже начинает выходить. Поэтому там, смываются эти вещи. И для последнего раза, для завершающего раза, опять нужно будет повернуть его на левый бок. Да? На левый бок, когда мы его поворачиваем обратно полностью, то есть приподнимаем. И здесь уже, когда там, обычно там, чистой водой, там, или водой с комфортом, или там, со зверобой водой, там, может, да, где уж просто уже обычно, просто чистой водой там, или водой с камфорой, мы его опять-таки полностью все мочим. То есть, получается, вот и спина там есть, и вот, и под мышками там, и живот полностью, то есть руки там, вот, как возможно, здесь поливаем, как можно, да. Вот удобно, то, что все-таки можно так, руку засунул, да, и там шлангом все пройти может, да, удобно. В этом ихсане, где будете мы делили, там будет кумран, там уже будет только сверху, там, чтобы здесь вот потереть, там, и тогда все, что растереть, все эти места, чтобы, вода, все равно материал, он же промокаемый обычно уже, да. Потому что я там видел, что некоторые там вообще ставят, как чуть ли там, не клеенку ставят, да, там, брезенты ставят, он же не промокает, там получается, там, внутри намочить, будет, проблем не будет, материал он сам мокрый, намокает, и под ним будет мокрый, и значит, полностью все тепло, сколько возможно, нужно будет нам намочить полностью. Это считается вот 3 раза. То есть все, получается, у нас покойник омыт. Омыт, там уж какой-то материал там есть, да? Здесь, может, там, да, берешь, да? Какой-то материал берешь, там его нужно полностью высушить, да?
максимально, да, скажем, высушить его. В принципе, скажем, вот этот материал, он сейчас мокрый. Если человек там переносит туда такой, да, кофейник, да, его переносит на другой стол, да, уже, там ложит на кофейник, скажем, это, ну, переносится вместе с ними. Да. Если это все мокрое, все равно это переносится, остается. Это омывание. Это омывание, то есть теория. То есть есть какие-то дополнения, Рамиль, практические? Там многие не моются, да? А? Там многие не моются. Нет, здесь все же. Там, нет, я говорю, там же просто практики, там не религиозные, там такие мирские вещи обычно, да, бывают больше, наверное. Потому что религиозные вещи понятно не. А там уже, то есть, там можно какие-то, ну, зависит от того, какой покойник. Исходя из этого, там может быть разные вещи. Ну, в принципе, это у нас готово. А теперь, наверное, нужно... Рамиль, не тебя нам. Саида пока не тергада, пока Саида. Может, пока сесть? Или тебе удобно лежать? Не, я уж полежу. А? А вот. Это, получается, сарай так остается, да? Или можно сразу сухую заложить? Да. В основном вот Куртат Рамхович прыгал. Например, Да, когда вот- уже вот- мы, вот да, когда вот уже её, вытираем насухо. Например, ну чтобы это да, не на словах просто было, допустим. Вот, например, его сюда омыли полностью, омыли, да? Да, вот так устать материал, да. Например, накрыли, все, и вот так вот раз, и вытащили, это убрали как бы, все. Да. Он остался уже как бы так. Его как бы в основном промокающими движениями вот так как бы круталось. Почему? Потому что если утопленник, то кожа отходит от мяса, например, да, там всякое. Да, то есть там ожоги там есть, там всякие там раны есть, да. Поднял, подмышки вытер. Точно так же все, как бы голову вытер, поднял его. Ну, как бы это все делаешь, и все, он вот так остается, пока лежать. Все. Пока Видишь, поэтому материал, же, который впитывает, да, материал. всё, потом Материал, который сюда впитывает сюда хорошо влагу. поднимается нога, тоже такими промокающими движениями одну, вторую ногу. Как бы все точно так же. Когда правую сторону вытираем, немножко вытягиваем сюда на эту сторону. Да, то есть его, да, дальше его нужно, Например, да? его нужно поднять. Раз взял, Хазрат, например, поднимает, я его сзади, раз промокающими движениями положил, на ту сторону вытянули здесь, Да, да. все. И убрали. Вот он сухой, как бы вот так лежит. Все. То есть вот это мы и убрали, получается, когда уже насухо его утирали. Все? Вот. Вопрос, да, был? Оставляем. Ну, это практически. Можешь не убирать, там, да, потом можешь так сделать, да, просто потом уж кафены будет мокрые, в принципе, чуть-чуть немножко. А также это же не вопрос религиозный, это вопрос практики. То есть как удобнее делать. Поэтому здесь все вопросы, как удобнее. Если мы помыли, а вытираем, это не вопрос религиозный, да. То есть сам же не регулирует, как вытираем покойника. Поэтому, когда вопросы чисто практические. Удобно. Кафенник уж по росту человека подбираем идеями. Например, вот даже рост можно вот так взять. Например, Давай. например, можно вот так взять, да? Вот прямо по нему прикинули, например. Парадайзгина, побольше возьмите. Да, Одинаково мы сделаем, как ваш. Да, все понял, да. Ну, допустим, вот так, да? Все. Летemos не только. А? А? Летemos только Белерга, да? Ну, Поэтому... вообще, я делаю каким образом? Давай сделаем как правильно делать, чтобы потом, чтобы... Ну, я вообще делаю каким образом? Если у меня рост 1,80 м, да, то вот так у меня, значит, 1,80 м руки, так ведь? Вот это как раз его рост получится. Вот так, если сделать, вот, видите? Его рост. Ты Это в моем 1,80 что ли? 1,80 м, да. Я метр 70. Он не Ну, мог- примерно. Вот, да? Вот раз взял, и еще мне надо плюс по чуть-чуть еще оставить сверху. Ну да, вот. так ведь? Вот видите. Это уж я практика, это уж я позже беру. Да, поэтому я вот так вот беру, раз, И что там? а вот это уже запас, как бы. Ну, И сколько там всё. придется? На две стороны. 60, ну, что-то 30 добавляется, да? И кертайн, да. Уже, когда Я выборся был, да. человек профессионал, да, все быстро делается. И второй, как Азат говорил, можно одинаково сделать. Можно чуть короче сделать, да, уж. Одинаково в основном. Так, это сейчас пригодится нам этот первый слой. Все, это второй кафенек точно такой же. Да, и ножницы не нужны. Теперь уже 93, да, немножко не. Здесь вот такой момент. Здесь сколько осталось у нас?
Да, здесь не нужно хватает. взять каким образом. Вот он остался, да? Как вот Хазрат объяснял вот здесь. Из этого две рубашки получится. Одна как бы запас уже останется, он как бы не такой. То есть мне нужно взять от плеча, чтобы он закрыл колено. Да, то есть... Вот примерно даже под себя, например. Нет, там, конечно, сказано то, что обычно сказано до конца, сказано, не только колено, сказано вообще до конца обычно. Ну, в основном без колена дан. Чабис дан, 15, все шло хола, дамок не опускаем. То есть, ну, получается, вот здесь, да, получается. Да? Примерно Да. что такое. Ну, просто, насколько я знаю, в книгах сказано, что закрывает тело полностью целиком. То есть с пальцами закрывает полностью. Поэтому давай сделай ко мне. Сделай, чтобы закрывал мне. До конца. Да. Ну все, тогда оставляем. Да, вот оставь все, да. Мишек? Не совпадает? Ну, ничего страшного, в принципе. Здесь ничего страшного. Все, это запас. Ну там завязки сделаем. Все, вот мы ее сложили пополам, значит. Ты короткую взял, наоборот. Ты короткую взял. Вот длинная. Мансан. Минута они одинаковые. Все, взяли пополам. Не Одинаково, Хазрат. Нет, А. из одной и той же сделаем. Ага. Все. Ну и делаем вот эту... Обман зрения. Кажется, как будто... Да, вылез из головы просто был. Не маленький? Ты подожди, еще не спеши. Я пролез, да? Ну, там буква Т уже больше так. Там буква Т. Можно побольше сделать, в принципе. Там, если с запасом, можешь... И все, вот получается вот такой этот. Видно, нет? Да. Это остальное потом Можно, рвется, да, если можно, голова не лезет. можешь это показать, вот тогда Да, показать, вот да. так вот Можно так вот так получается. показать, да, совсем, может, чтобы видно было. Здесь, видишь, здесь, ну, почти влезть, да, можно сказать. Засунем. Она может первой. Все, теперь, когда получается, нужно... Сейчас я встану, ее разложу. Да, ты встанешь, ты мы сейчас... встал? Да, ты встанем, сейчас это все разложим. Мына не тикма сразу. Бұл керек бола ма? Yok mu? А где покажем, просто, да, кушатык. Кушатык, наверное. Неге? Да, ладно, мен. Это не надо. Кабірге түсіре тұрған это, да, который в могилу опускает, марли. Да, там же... И все, обычно первую ставят эту марлю в самом начале. То есть, ну... А как бы, ну, такого же этого размера делается. Это уже такая практическая вещь. Это не то, что религиозное, это Да, чтобы покойника было удобно было спускать в могилу, там эти мары делаются, чтобы мы держим, спускаем ими, не больше так держать до покойника. Поэтому просто вот так. Это удобство жизни уже. Такие вещи, скажем, ислам поощряет, когда облегчение, ну, в рамках шариата имеется в виду облегчение. Все, буду. Еще быть не кому-син. Можем так оставить, можем это. Трёпыл. Еще будет. Раз мы его так сейчас пока завернем, уберем. Сразу же превос мне Сразу же. под кафедрой, да, конечно. У нас, в принципе, ну, у нас так же, да, получается. Вот. Пусть вот так вот, да. Там, конечно, если грязно будет, нужно собирать будет, да, если где-то будет. Да, это уж. Это же, да, мы сейчас... Вот так. Мы не будем делать это? Вот так. Вот это, ну, потом, когда это все, это переложим, да? Там, конечно, иногда там бывает, там иногда бывают всякие-то, там бывает, там одеяло, может, покрывало будет, там поднимешь покрывало, одеяло будет, да, которое будет снаружи будет. Это покрывало постелили, эти положили, потому что покрывало потом уже уберем, эти останутся, да, потому что поднимать. Потом уже ложим, то есть кафельник. Да, это внешний слой, да. То есть первым ложим самый внешний, который мы будем видеть. Потом сложен средний слой, понимаете, да, потому что это нужно объяснить, что попутно. Да, потому что, да, я тут замолчал, то есть, думаю, что видно, но ведь человек же, когда это не занимался, ему уже непонятно, поэтому вот два слоя, да, их ложим первыми. Вот первый, который вот будет внешний, да, который мы видим, самый наружный, это уже средний слой. Здесь у нас одинаково, он может быть чуть-чуть покороче быть. Этим хратким нога, млямандадру, миграмин. Это рубаха, да?
Я понимаю, что это здесь у нас. Это у нас, да, то есть это у нас рубаха. Рубаха получается. Это стумбиль, да? Нет. Ну, обычно вот когда как делают? Вот в деревнях делают вот так, что он, да, вот так и берут в эту сторону, да, вот так просто все заворачивается. Вот так все заворачивается, когда, да, и так ложится. Потому что потом, чтобы, ну, голову просунул, да. Да, это удобно просто. Не вот так кинешь, да, там все-таки там когда покойник может, там все-таки грязно в деревнях, да, там все, там вода, то все, да. Поэтому эти вещи. И это уже такие дополнительно, если что-то где-то течет, Да. после омовения, то ложатся пеленки на голову, если из ушей, из рта, из носа. Да, это я говорил, да, то, что там. Да, если то есть, На воле все есть, да? На воле все есть, да, это, да? да, все есть. то есть, получается, или когда вот, ну, если под голову, получается, ложим сюда уже, да, под голову, да, потому что, а если под... Нет, я прям вот так делаю, чтобы не вытекало. А, ты что делаешь, да? И прям вот так она будет, как бы это потом. А, ну все понятно. Все, а это уж, например, сюда. Нет, это вопрос математики, да, это уж... Если круг вскрытый, то, естественно, если утром его вскрыли и привезли, он весь будет течь. Да, то есть там, ну, Если вчерашний, еще нормально. Все, я. жжет давай, жжет. Йод. Прилег. Как будто этот не Да, то есть мы, как делаем, как это уж, максимально приближенно. Получается, мы его высушили, да, уже. То есть Мы его спокойно. высушили, подняли, переложили. Да, то есть получается, здесь, как будто если мы здесь мыли, да, здесь, получается, все высушили, вот этот материал все закрыт, тут берем его туда, сюда его перекладываем, уже на готовый кафенек. Ну, потому что понятно, что готов уже. Его не можешь делать, скажем, не получится так, когда делать потом сверху него. Естественно. Все, потом, Не все, получается, когда нужно будет, когда нужно это, да. потом уже это вот это подрывается чуть-чуть, если Да, что. вот, все. И все, это так убираем. Да, все это закрываем, да, когда мы это. И это тоже стягиваем. И все. То есть мы гаурат вообще не открывали. Да, вот, видишь, потому что, ну, например, вот Ахад Кульмага, вот модный костюм, последний модный костюм человека. Вот в чем человек, да, уходит из жизни, да, ну, мусульмане, по крайней мере, да, кафенекта уходит таким образом. Вот, мне кажется, в принципе, здесь книга переводится, что, ну, до конца, скажем, ну, это, в принципе, не столь важно, да, уж, не столь страшно, что плюс-минус, главное, что вот так не было, да, вот так не было, слишком сильно уж. Потом закрываем левую сторону. Да, то есть затем мы, да, то есть потом, Вот так закрыли. да, то есть именно, то есть первая левая сторона покойника, да, когда получается, мы все берем его, когда, ну, Эту сторону как бы закрываем. да, закрываем. Вот в Саудии вообще не любят, когда склад. Да? Они вообще не. Ну, здесь, конечно, понятно, обязательно, что нужно как бы максимально сделать, да, чтобы там не торчало. Да, Красиво было. да, то есть максимально сделать, да. Потом, то есть правая сторона также закрывается у него. Если мы вот так будем крутить, она вернется вот таким образом. Не больно, брат? А то я каждый раз думаю, как интересно там. Ну, там-то уж еще не скажешь точно. Ну, вот, да, ну, что натянуть нужно, максимально что нужно тянуть, получается, да. Потом, смотрите, то есть оба слоя, первый лев, потом правый всегда. То есть, ну, просто, смотрите, вот, обычно правша, да, когда берете какое-то полотенце одеяло, сначала вот право же, лев, потом справа делаем, так вот, у нас обычно все равно право сверху. Ну, просто водите, да, полотенце берешь, да, раз, да, и одеяло берешь, раз, обычный человек, ну, правша всегда, он левый внизу, право сверху оставляет. Это так чисто человеческое. Здесь то же самое. Сначала левая сторона покойника, то есть оба материала, а потом правая сторона, оба материала. Вот мы сейчас левый добезали, потом так раз, когда получается. И вот, дотянул, да, получается, немножко снимем, да. И правая сторона. Здесь у меня чуть-чуть, наверное, не надо, да. У меня, наверное, здесь, ну ладно. Складывается нормально, все четко. За женщин Хазрат говорил, есть еще такая повязка изнутри, чтобы грудь не выделялась, когда вот так вот завернуть. Да, там, Есть еще такая да, повязка. у них там две, у них там на голову платок есть остается, да. Их здесь получается вот такая повязка, но сразу говорю, что там спор там получается от грудей или до колена, спор там и вот, размер там такая, наверное, материал у женщины, и на какую высоту ставить. На первый, там спорят, до какой высоты ставить. Тут ставят, вот здесь сверху там натягивают ее, кто-то может под ним, да, кто-то может охранять камера. Ну, вот эта часть тела, она так еще раз стягивается у женщин дополнительно. И все, да? Завяз будем, да? Да, конечно.
какая разница, да? Здесь разницы нет уже, откуда начинать. Смотрите, завязка это что? Это необходимость. То есть в ней пишут, что завязка, если есть, опасение, что он раскроется. Если так мы завернем, и он не откроется, можно не завязывать. Поэтому завязка, они не являются такие там шариатски обязательными вещами. И все, и тут как бы вот плечо находим, и все, тут уже убираем. И заворачиваем, покрывало было покрывало. Тут находим руки, кисти рук, чтобы они заходили как бы. Сюда, это все уже... Да, это колено. Да, то есть это все так, это все остается, потому что нужно, это потом нужно будет. Есть, потому что там обычно там покрывало, одеяло, оно потом покойник все заворачиваем, покрывало одеяло полностью, это все остается внутри. И так мы его переносим. Так докладывает, что он идет уже, нам кафе не видно обычно, да? Обычно там все это закрыто. Там, видишь, там зеленый материал ставят, там какие-то вещи ставят, да, отдельные, там можно, тут красиво тут ставят. Факт то, что это мы не видим чаще всего. Там что-то сверху находится, это, пока намаз читаем, тогда остается, и тогда ты нормально дышать? Да, вообще хорошо. Там не до этого, да? Там не до этого, да? И то есть сразу намаз, да, получается. Вот кафе, да? Видите, ничего сложного. То есть там здесь, это процесс такой. Конечно, можно первый раз показать, что долго, там, да, пока вес, там, что там ложь, там, да. Это с практикой приходит быстро. То есть вопрос намаза. То есть сразу, пока у нас есть, да, образец опытный перед нами. Намаз джаназа, когда вот покой лежит, получается, скажем, если у нас кибла вон там, то покойник должен так, чтобы голова была справа от нас, ноги были слева от нас. Это как в могиле. То есть в могиле, получается, так же получается, то, что только в могиле будет он на боку должен лежать, если лицом в сторону кибла на боку, пока здесь получается, похорон, он лежит на спине, и мы ложим его поперек киблы, ложим перпендикулярно кибле, и встаем, то есть по Абу Ханифе напротив груди. То есть неважно, мужчина, женщина, вот получается, вот где вот есть грудь, да, получается, напротив грудной клетки, имеется в виду. Встаем, и намаз джаназа совершается. Имам встает перед ним, потому что для того, чтобы намаз был правильным, чтобы покойник здесь был, находился перед нами, то есть я стоял перед ним, если я стану вот так, да, намаз джаназа будет неправильным, потому что, чтобы часть, хотя вот так попасть, да. Если, конечно, я стану вот тут, да, или вот здесь, неважно, я стану, да, если я попал часть, намаз будет правильный, просто самое лучшее здесь вот так, да, это идеальное. Даже если перепутаем, да, каким-то образом, да, и станут, имам здесь намаз прочитает, если покойник был передо мной, намаз прочитается правильным. Поэтому имам стоит перед ним, перед грудной клеткой, и мужчина, и женщина покойника, то есть там все это, получается, встает в ряды сзади. То есть джаназа намаз мы знаем совершать стоя, это вещь известная. То есть там, скажем, нет ни руков, ни сожжения нету, то есть нет тахията нету, совершаем намаз стоя. В нем, то есть, главное это стоять и 4 такбира сказать. Если человек может стоять и может сказать 4 такбира, даже ничего не читал, у тебя намаз правильный. Ну просто грубо говоря, ты стал там Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, все, намаз прочитал. Я выполнил фарзы джаназа, минимальные. Намаз правильный. Ну, конечно, желательно читать, да? Желательно читать, скажем, вот между такбирами. То есть 4 такбира, то есть, и получается, как бы, между ними мы читаем. То есть после первого такбира есть, после второго, после третьего есть такбира. После четвертого такбира, как бы завершаешь, после него идет сразу салям. Две стороны. То есть первый такбир мы говорим Аллаху Акбар и читаем, то есть дуа, то есть фана, то есть субханак Аллахум бихамдика, читается, Масхаб Абу Ханифе читается, то есть это дуа. То есть Фатиха Масхаб Абу Ханифе, она читает ее дозволено, но как дуа, не как Коран. Масхаб Абу Ханифе, джаназа намаз, он намаз, но не как остальные намазы. Это больше дуа, чем намаз. Поэтому Коран, это в нем не читается, как Коран. Ну, вот такое понимание этих текстов, поэтому, то есть там Субханак Аллаху бихамдика, вот Табарак Субханак читаем, и читаем Фатиху, но как уже не как Коран читаем, как намаз обычно, да, а как дуа, потому что там в Фатихе есть дуа в конце, как мольба. Поэтому, у нас обычно, когда читать коротко, да, там не успеешь все равно.
Потому что если начнешь читать фатиху, имам прочитает Субханак Аллахумма, ты там, сколько там, пара прочитал, ты это, да, уже такбир. Поэтому, если там имам надо читать долго стоит, да, там можешь читать, да. Если имам там встал, да, и что-то там долго так не говорит, сам прочитал, там уже там на фатиху, да, времени хватает сполна. Тогда же можно и фатиху там можно будет добавить. Поэтому такбир, читаем вот Субханак Аллахумма, читаем после второго такбира. То есть говорится, второй такбир, по словам Абу Ханифы, руки не поднимаются. То есть, ну, как обычно в намазах. То есть, первый такбир говорим Аллаху Акбар, руки поставили, и все, руки стоят на месте. Такбир произносится, вслух, руки не шевелятся. Стоят на месте. Это вопрос спорный между учеными, в это заходить не будем, да? Там, потому что есть сахаба, которые руки джаназа не поднимали. После второго такбира читаем, то есть салават. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, ну, который мы читаем в намазе обычно. То есть салават в конце намаза читаемый после вот ташахуда тахията, перед дуа, перед салямом. Вот и вот что совершаем. Здесь получается, ну, дуа, да? То есть после первого такбира восхваляем Аллаха, после второго такбира говорим салават про Мухаммад салям, потом будет дуа. Это у нас адаб дуа. То есть любой мольбы, дуа есть свой адаб. Сначала нужно восхвалить Аллаха Субхану Тааля, потом сказать салават про Мухаммада, потом уже начинать просить Аллаха Субхану Тааля. Это как адаб дуа, он выполняется. После первого такбира сказать это восхваление Аллаха Субхану Тааля, то салям означает восхваление. Курубма и сянум. Поэтому первый санат читается, возможно, фатиха как дуа, да. После второго такбира, то есть салават про Мухаммада салям, салават, потом говорим третий такбир, то есть Аллаху Акбар, и там место для дуа. Там читается дуа. То есть это просто сказано, то есть делать дуа, ну, умершему, то есть живым умершим. Там есть некоторые дуа, которые приводятся в хадисах, которые читают Шапру Мухасам, читают сподвижники. А также можно и любой другой дуа, да, совершать в этом намазе. Если там дуа читается, это, наверное, самое сложное, потому что дуа, оно там есть в хадисах, но из-за того, что мы читаем джаназа не часто, редко, поэтому дуа, если ты даже выучишь, ты из-за того, что не повторяешь дуа, ты ее забудешь. Для того, чтобы дуа учить, нужно читать джаназа постоянно, да? Постоянно читать. Мы фатиху не забываем, потому что читаем постоянно. Да? То же самое, если читать джаназа постоянно, оно, это дуа не забывается. Если один раз выучил, потом это все повторяется. И потом говорим четвертый такбир, Аллаху Акбар. После него обычно ничего не читается, сразу говорим салям в две стороны. То есть ассаляму рахматуллах, говорим салям в две стороны. И здесь сразу получается такое полезная информация для тех, кто поедет в хадж или умру, то есть в Мекке, в Медине, там джаназа читается после каждого фарза практически, в этих двух мечетях, там фарз, потом джаназа, да? Чаще всего. Там бывает, не бывает джаназа, но после каждого намаза есть джаназа. Там дуа точно выучишь, да? Если там походишь в мечеть пару месяцев, там дуа точно выучишь и забудешь. Читая там каждый день, там по 2, 3, 4, 5 дуа джаназа, ты его не забудешь. У тебя как фатиха станет в голове. Там салям говорит только в одну сторону. То есть в Мекке, в Медине, в джаназа салям говорят только вправо и все, влево не говорят. То есть масхаб Абу Ханифы в две стороны, там в одну сторону. Оба правильные, ничего страшного нету, но оба есть доводы, просто каждый масхаб выбрал из того, что было правильного, то, что более желательно. Поэтому у нас две стороны, там только в одну сторону. Если не забудете, когда поедете, да, конечно, первый раз поспоришь, да, по привычке даже на две стороны, а там только одну сторону имам говорит. Некоторые начинают, а где второй, да? Куда второй начинают спрашивать? Кто привык к двум. Некоторые там ханафиты, там турки и так далее, индийцы, там пакистанцы, они, и потом право говорят, да, по привычке, как всегда, имам в одну сторону, они еще и влево добавляют от себя, по привычке. Вот джаназа намаз. Читается, то есть Аллаху Акбар сказали, и Субханака Аллахума ва бихамдика, ва табарака смака, ва та'аля джаддука, ва ла иляха гайрук. Аллаху Акбар, Аллахума салли аля Мухаммадин, ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима, ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Аллахума барик аля Мухаммадин, ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима, ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Аллаху Акбар, Аллахума агфир ли хаййина, ва майтина, ва шахидина, ва гайбина, ва закарина, ва унсана. Аллахума ахайtuhu minna fa ahyihi ala al-islam, wa tawaffaytuhu minna fa tawaffa ala al-islam. Иман
И забыл. Обычно, помнишь, читаешь, да? Когда как-то некрасиво получается, да? И там другое, то есть, честно, вот сейчас, обычно читается, иногда вот когда нужно, да, и забывается в таких местах. Там другое дуа есть, да, Аллаху фирлаху вархамху, афи ва'фу анху, то есть, ну, читает, потом Аллаху акбар, и ассаламу рахматуллах, ассаламу рахматуллах. Все, намаз завершен. Поднимаем и уносим. Да, как сказал Джалябай, все уже готов, да? Все, это намаз. То есть, стоя, сказать шри такбира, это фарзы. Чтение там сана, салават, дуа, это является сунной, желательными вещами. Поэтому после дальше ничего не знаешь, просто когда сказал, пришел, сказал Аллах Акбар, ну, сказал Аллах Акбар, прочитал, все. Поэтому когда человек там, ну, если вдруг человек опоздает на начало намаза, же короткий, потому что тоже может иногда опоздать, да? Ты там, может, на 1-2 такбира не успел. Тогда в этом случае пришел, сказал такбир, присоединился к имаму, сколько успел, имам сказал такбиры, прочитал, когда имам сказал салям, просто сказал такбиры, там сколько осталось, да, 1-2, да. Пришел там, да, Аллах Акбар, там, имам сказал салям, у тебя осталось 2 такбира. Просто говоришь, Аллах Акбар, Аллах Акбар, салям, и идешь. Потому что сейчас там все ждано, что движуха, никто не будет читать, да. Будешь читать, там уже люди бегают, ходят, там покойников понесли. Поэтому здесь уже тот, кто опоздал на начало намаза, то он сколько успел, прочитал, то, что не успел, там 1, 2, 3 такбира, он после саляма имама такбир говорит друг за другом, то есть Аллах Акбар, и говорит салям, и идет, да, уже. Там ничего читать не нужно. Это вот, ну, джаназа намаз, как есть, да? Как есть. Хватит, наверное, жалко стало, что стоит. А могилу как ложь, правильно? Сразу до интерьера, да, уже, да? Тогда уж. Нет, сейчас, не то сначала. Нет, могил ложь. Сейчас, да, все понял, Саид. Пока ты это лежишь, да, нужно использовать. По максимуму, да? Возможно. Как несем, ну, с точки зрения ислама, я не встречал в книгах, как выносим из дома, как несем на кладбище. Хотя для людей это как-то стало очень важным. Поэтому, ну, у нас принято из дома выносят, когда из помещения выносят ногами вперед, а несут на кладбище головой вперед. Так принято. В принципе, так и делаем. Хотя, когда я не встречал, не встречал хадисов, не встречал там в книгах Масхаба, что это где-то оговаривается, как нести, как выносить и так далее. Но здесь, без разницы, честно говоря, получается, если нет какого-то указания конкретного. Но из того, что у людей принято, какая-то есть вещь, эта вещь ислам не противоречит, если будем делать наоборот, там будет просто проблема. Будет. Поэтому, если начнешь из дома выносить головой вперед, там скажут, ой, куда там, да, разверни, да, так, да. Поэтому сразу, если приведешь на кладбище вперед ногами, приведешь, да, там скажешь, о, там какое-то неуважение. Поэтому просто лишние слова. Поэтому на ровном месте, без каких-то, без причин. Поэтому, как принято, то есть, если забыл, да, спрашиваешь, как там, да, ты скажешь, да, там все люди подскажут тебе. Если ты забыл, да, то все это, если ты скажешь, как, да, скажешь, ногами, да, еще раз, да, ой, блин, ногами, если скажешь, как неси там. И, вот муфтий записал книгу, там, касаясь имамов, да, там, обязанности имама и так далее, там было написано нести на кладбище ногами вперед. И там, кто читает, там много было претензий, мне вот один бабай тоже звонил, наш Николаевского района, бывший имам, что вот Хазат, там, обычно у нас говорит, головой вперед, на кладбище. А здесь написано, что ногами вперед. Я говорю, там опечатка. На самом деле. Но Аллах, я слышал, что где-то в деревне Татарстана несут ногами вперед на кладбище. Такой есть адат деревни, что у них так принято. Поэтому разницы нету. Так, когда головой вперед, ногами вперед, когда боком понесли, да, в принципе, разница небольшая. Но из того, чтобы не было фитнес, чтобы не было, то есть, там, шума не было, там, не было обвинений ненужных, поэтому эти вопросы, они такие, не столь серьезные, как люди принято, так и делаем эти вещи. То есть, могила, да, то есть, сразу же, то есть, могила, потому что намаз прочитаешь, так вот, намаз прочитали мы с вами, джиназа, совершили. Могила, в принципе, все знают, что такое. Это у нас яма, и там делают ляхат, да, то есть ляхат это получается со стороны киблы выемка, да, то есть ляхат это выемка со стороны киблы. Со стороны киблы, что должны туда, внутрь, да, пойти. Там, конечно, есть разные виды есть, конфигурации есть там, да, этого ляхда, потому что где-то, может, это вот на самом деле какая-то, как там покойник положили, там закрыли, да, какому-то, получается, где-то в бок полностью, бывает, целиком уходит, где-то
Где-то, скажем, она, скажем, у нас, скажем, обычно, скажем, больше бывает, скажем, вот как-то вот так бывает, когда, то есть у нас немножко уходит, не так далеко, когда у нас потом доску закрывает наискосок. Ну, получается, вот в сторону кибла какая-то есть выемка. Она бывает там глубже, ну, там, бывает поменьше бывает, но факт, что в ту сторону, со стороны кибла именно туда, куда мы положим покойника. Есть другой вариант, который, это является вариантом основным. Да. Это у нас кибла, да? Кибла. Вот так у нас вот так принято. Часто в многих деревнях у нас вот так не копать у нас в ту сторону. У нас получается просто вот здесь немного будет вниз, здесь когда вот так будет наискосок, потом спокойно положили, здесь закрыть досками его наискосок обычно. Вот это у нас доски, да? В разрезе. Да, это его ноги, это его голова здесь, да, получается? Это ноги. Да. Если это точно ноги, да, это не голова. Голова с той стороны находится. Да. Поэтому здесь может, да. Поэтому разная может быть, да, конфигурация там. Туда уходит, не уходит, да. Да, видишь, могила в разрезе. Тут еще как земля, наверное, да, Хазрат? Некоторые, вот, допустим, кладбища песочные места. Да, поэтому вот второй вариант у нас, то есть второй вариант могилы, это называется по-арабски ших, углубление. Это у нас лягат, выемка, а есть ших, углубление есть на дне могилы. То есть, получается, уже идем не в бок, идем вниз. Идем вниз, там, конечно, вниз может быть, вниз там может быть, скажем, сделать или вот так можно сделать вниз, да, возможно, да. Можно сделать вниз, как у нас делать, можно сделать вниз, вот так посередине. Сейчас вот, уходит вниз. Когда земля твердая, то ляхат, да, в основе. Когда земля мягкая, ляхат делать невозможно, то, как пишут в книгах Дамасхава, то, что жители там, Бухары и так далее, там у них песок, да, выбрали углубление, потому что там, ляхат там просто, то есть, обрушает земля. Поэтому там уже копаем вниз уходим. И потом закрывается уже покойника сверху. Да. То есть, здесь может быть, здесь может, да, варианты оба являются правильными, не проблема. Это вот, как копается, то есть могила, то есть вниз, да, то есть или же в бок, или же вниз, оба варианта. И вот этот вопрос, он сейчас такой спорный вопрос, потому что, то есть ляхат это бесспорно, да, то что вот, ляхат, выемка, то есть со стороны кибла, это вещь бесспорная, там никто не спорит. Вот по этому поводу возникают иногда вопросы, потому что, некоторых книг приводят, что это ляхат нам, это как бы ших углубление им. И вопрос им кому, там, скажем, это им мусульманам, у которых земля мягкая, или им, получается, христианам есть. То есть некоторые ученые скажут, что это нам, это им. Нам мусульмане, а это им христианам, поэтому у нас у татар иногда в деревнях, когда если вот так хоронят, да, некоторые имамы не ходят. И говорят, что, скажем, зовите папа. То есть поэтому, хотя оба вещи там в шариате есть, оба вещи в масхабе есть, но вот такие немного, из-за этого приходят споры в деревнях, там, некоторые деревни там просто разделены на две группы разделены, да, сторонники и противники, да, как хоронить. Полностью там деревня поделилась, там, и чуть ли не ругается за этого, но это не важно. То есть покойника мы опускаем могилу, если мы сделаем ляхат, да, сделаем, у нас же так было раньше, да, было старое место, да, там было мягко, там на самом деле здесь вставал, там все, там вот как раз песок был, там вставать было опасно, да, там все обрушалось, там ляхат брать было, там яму засыпали песком, там не своя земля, поэтому насыпная, она уж мягкая. Получается, сейчас у нас, если у нас ляхат, да, какой-то возьмем, да, ляхат есть, покойника мы опускаем со стороны ляхада. То есть, получается, ложим в сторону кибла. То есть могила, мы ставим сюда, потому что вот у нас люди здесь встанут, так, чтобы вот так взять и вот так опустить покойника. Удобнее было. Получается, то есть, во всю длину. То есть, получается, если у нас, скажем, вот лежит покойник, получается, вот у нас здесь уложим, что вот здесь могила, да, у нас. Получается, вот покойник положили, скажем, справа от могилы. И смотреть, скажем, покойник, здесь вот внизу могила, скажем, чтобы там мы спустились, скажем, его принимали внизу. Получается, поперек могилы полностью ложим покойника. Там, конечно, другие варианты есть. Можно спускать и, скажем, так. Скажем, в масхабе ханафи принято спускать именно во всю длину, со стороны киблы. То есть кибла с той стороны, покойник положили, здесь у нас могила. Могила, люди спускаются, там количество людей не столь важно, просто необходимое количество людей, там 2-3, чтобы было удобно спустить.
Поэтому, когда здесь вот стоят 2-3 человека, да, там сверху вот как раз за эти веревки берут, да, замарывают, да, то есть люди берут, прям так несколько человек, да, и туда опускают вниз его. То есть там вот, получается, мы его принимаем и ляхатке ставим. Ляхатке ставим, там есть свое дуа, там короткое, да, бисмиллахи ва аля миллати расуллахи, да, там кто-то ложит его ляхатке человека, вот, ложит на землю, там, сказать бисмиллахи ва аля миллати расуллахи, то есть, коротко, да, там, бисмиллах, и там аля миллати, то есть, получается, бисмиллахи, с именем Аллаха, и это как бы на религии, согласно религии пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Да, его ставим, и ляхатте покойника нужно повернуть все-таки на правый бок. То есть, как человек когда спит, ложится на правый бок, лицом в сторону кибла. Получается, нужно положить покойника на правый бок, повернем его. Потому что, у нас, конечно, в вопросе тоже по-разному. Где-то у нас, когда просто ложь, да, здесь вот там, где-то там в ту сторону, да, получается. Иногда берет, там и голову поворачивает просто вправо, да, и чуть-чуть там немного приподнимает, да, там, ложь там на спину полностью, просто голову, там, когда развяжешь, да, мы же положили, потом положили его на могилу там, все это мы, если, там, завязать, там, да, потом туда, вот он берет, вот так голову вправо поворачивает покойник, и все. Лежит на спине, а голову направо поворачивает. Хотя в книге сказано, что ложь именно на правый бок сказано. Поэтому, сейчас связал, чтобы, да? Нет, чтобы, а то им прижали голову, застыл там, голову не можешь повернуть. Дышать ты можешь, не стоит? Алхамдулилля. Получается, положили покойника, и нужно, получается, как его повернуть на правый бок, да, вот, получается, пример, скажем так, да, положить, понятно, что это под голову там покладывается земля, там даже в многих деревнях там земля оставляют там, где-то в сторонке там, чтобы под голову там, но понятно, что как бы сделать идеально не получится, да, все-таки покойник же, сделать вот так, чтобы ровно там, чтобы, получается, чтобы вот так вот ровно положить до покойника, там это, конечно, возможно, конечно, постараться, да, но у нас никто так пока не будет заморачивать до конца. Хотя вот так сам, да, получается, да, вот так положить, там здесь уже, там вот стенка есть, вот к стенке ее может, там, к стенке вот приложить, да, здесь вот. Да, там, может, там, повернул, там, есть же там, поэтому вот, он вниз уходит, да, он же вниз уходит, поэтому там как раз туда положил к стенке, вот здесь его, здесь вот под голову, там, землю положил, чтобы, там же, висит же слишком сильно будет, да, голова же. Чтобы ему, чтобы удобно-то ему, конечно, без разницы, да, удобно-неудобно, но когда больше вот так некрасиво же будет, да, нам самим будет некрасиво, потому что спокойно лежит там голова как-то не в чистом положении. Оставить его неудобно будет. Да, просто, конечно, то есть ему-то без разницы, да, как он лежит уже теперь уже, умершему. Ну, это как нам, живым людям, когда чтобы был там все-таки более-менее красивый был, да. Поэтому вот примерно вот так будет покойно лежать в могиле. То есть здесь земля там, получается, может под голову земля, чтобы приподнять голову, чтобы она там слишком сильно не болталась. И вот так вот мы покойника оставляем, там вот потом закрывается ляхат, потом небольшим там где-то кирпичи, где-то доски там, да, но факт, что ляхат закрывается. Все, Да. Это видишь, там смотришь, там ориентируешься там по месту обычно. Развязывается что-нибудь, нет? Обычно там сказано, что вот веревки все они вот развязываются, вот голова, вот ноги развязываются. Это вещь да, она может не такая серьезная, но у нас вот как бы там все люди там сразу там, да, фишки сразу, да, там, если там положил, да, там вот сверху там 5 человек там кричат, да, развяжи. Там эту вещь не забудешь. Там тебе сверху много людей подскажут, что сделать. Эти вещи обычно тоже, они, в принципе, они тоже остаются, никто их не поднимает уж. Эти вещи, они, в принципе, можно взять и использовать, да, в жизни, но тотально никогда из могилы ничего не достанет. Поэтому эти вещи, положили, там это все так останется внутри уж. Хотя, в принципе, там все грязно уже будет, касалось покойника, никто использовать не будет. Хотя, в принципе, то, что на кладбище находится наверху, там занес вниз, нет проблем. Там срезал дрова, там дерево на дрова, там, да, траву там, да, на корм животным, там, если какой-то занес там какую-то там, да, краску, покрасил, остатки вынес там, да. Но что люди боятся часто, то, что на кладбище, там остается гнить. А ягоды кушать можно? Нет, тоже можешь кушать. Да, в принципе. Раньше вафель был, да, его отдавали тем, да. Да, то есть, а сейчас марли просто, раньше были вафли-полотенца делали, да, такого марли не было, и там забирали его уже, сейчас не забирают уже, сейчас просто, жизнь, уровень стал получше, поэтому у нас там все остается там, если бы жили похуже, наверное, забирали бы, да, потому что в жизни пригодится, все зависит, да, от этого. Тут же есть еще, получается, опасно, что попасть, получается.
Нет, как ошибка. Телефон уронил, не Да, бери. да, это больше суеверие и незнание людей. Поэтому, то есть, как бы, так жестко тоже не стоит сразу, да, какие-то уже крайние вещи. Не стоит уходить. А размер могилы какой должен быть? Есть какой-нибудь там? Чтобы он влез. А то есть глубина... Чтобы, то есть, получается, ширина, чтобы он влез, да, глубина, она, ну, в книге приводится не менее половины, метр, да, то есть не менее метра выходит, да. Половину рост человека приводится, как минимальный приводится. Но чем больше, там, да, там, рост человека лучше, да. Поэтому там не приводится, там же, то есть глубина там получается, например, рост человека, но а если невозможно закопать? Потому что есть там где-то лед, есть где-то там вода, есть где-то камни есть, да, где-то песок есть, где. Поэтому это у нас можно копать, да, 1,5 метра, там, 2 метра копать спокойно у нас можно. На низу там, потому что у нас позволяет земля, чернозем позволяет. Ляха тоже ведь надо смотреть, чтобы если человек здоровый, чтобы он туда залез. Боком-то. Ну, Я вот тоненький, мне вот, допустим, 40 сантиметров пойдет на бок положить, а вот кто-то поздоровее, там мне больше надо. 50, например, 50 нужно чуть. Это все это вещи такие, да, то есть глубина роста человека обычно, да, то есть есть ширина, чтобы человек, то есть, человек встал там, да, положили покойника, да, спокойно, сколько там выходит ширина, такая там, да, что метр ламсан, да, метр была примерно, да. Ну, я просто помню, такой, то есть лайфхак от дедушки, когда бабушка умерла, пошел заведующему этому кладбищем. Там пришел, там лежит скамейка, есть деревянная скамейка. Положил скамейку на землю, да, потом перевернул, сказал, вот копать все, говорит. Так же, потому что скамейка же вот. Она длина есть могила, да, когда ширина, вот так положил сначала, да, эту скамейку, то есть положил на землю, потом отметил, да, потом вот так ее так перевернул, и еще вот вам, здесь, конечно, пошире пожалуйста, но вот вам могилу копайте, как бы, сдал отметки сразу. Здесь, пожалуйста, вот так здесь, повернул, вот вам могила, да, и ширина там 2 метра, да, там. Деревня пошире делают, но здесь метр на 2 делают. Ну, если копать людей мало, там, да, то есть широко тоже неудобно будет, да, если зависит, чтобы люди были копающие могила. Поэтому вот, то есть глубина, то есть ширина, ляхат, там все это уже, там чисто на глаз больше уж, там рост человека там, да, хватает, там, ширина, там, вот сколько там, метр, да, там, чуть больше метра, чтобы, то есть туда спустился, да, чтобы потом покойника взяли, да, туда положили спокойно, там, метр, чуть больше метра. Эти вещи, они где-то приводятся в книгах, но это вещи такие же, практические же, жизненные. То есть шариат не ставит какие-то размеры конкретной могилы, потому что не может шариат ставить размеры могилы, чтобы все могилы были одинаковые, да, в мире, да, там, так не получится. Из того, что Аллах создал везде земля разная, то есть условия жизни разные, поэтому не может быть могила, глубина, ширина везде быть одинаковой. Это все оставлено на усмотрение людей. Люди сами это все решают, это вещи мирские, то есть не религиозные. И спокойно, покойника положили здесь на правый бок, закрыли его и закопали, получается. А землю бросают, да, вот родственники последние, кто там? Есть, да, хадис приводится, что Пророк Мухаммад, когда вот уже ляхат закрыли полностью, да, там со стороны головы бросить 3 горсти земли. Есть. То есть 3 пригоршни земли бросить со стороны головы, такой приводится в хадисе. Пророк Мухаммад так делал. Поэтому кто рядом будет, они могут сделать. А потом закидали, там дуа он и делается? В каком смысле потом? Все-то когда похоронили, полностью землю Когда похоронили, то есть у нас могила получается как в виде холма, то есть холм, хотя сказать, что могилы должны быть невысокими, но момент похорон это не учитывается, потому что у нас все-таки там ляхат, там земля такая, получается, там такой большой холм выходит, да, то есть, ну, там, через год-два там ничего не останется. Может быть, наоборот, да, может наоборот яма образоваться. Поэтому там не стоит беспокоиться, что такая могила большая, да, и высокая. Это вещь естественная. Потому что зимой там, тем более, там это все стоит, там летом тоже. Главное, что то есть, в виде холма. То есть, по Мазхабу Ханифы могила должна быть в виде холма, то есть желательно. Потому что Пророк Мухаммад тоже была в виде холма. То есть, когда похоронили человека, то есть, приводится в сунне, что Пророк Мухаммад делал дуа. То есть дуа, там говорят, что делайте дуа, просите Аллаха Субхану ва Тааля за этого человека умершего, потому что чтобы Аллах укрепил его в могиле, потому что ему сейчас нужно будет отвечать, да, то есть на вопросы ангелов. Начнется у него экзамен. Поэтому Пророк Мухаммад и сам оставался, и потому что приходил, делал дуа часто на кладбище, и оставался, и рекомендовал оставаться на кладбище.
есть, там приводится дуа делать. То есть, там некоторые сподвижники даже, как вот Амр ибн Ас радиллаху анху, он сказал, что когда говорит, я умру, то, скажем, пусть меня, говорит, не провожает, скажем, то есть, пусть меня не провожают там, с огнем, пусть там, там оплакиваешь громко, когда женщины не оплакивают. И когда, говорит, меня положите в могилу, закроете землю, говорит, надо мной, и потом, говорит, постойте, говорит, возле могил, делайте дуа в течение времени, которое хватает на заколоть верблюда и разделать его мясо. Время, которое человек тратит обычно, то есть взяли верблюда, ему, то есть, перерезали горло, закололи его, потом, когда, то есть, разделали, потом сняли шкуры и разделали мясо, вот сколько стоит, сколько, час-полтора, да, сказал, стойте, говорит, ну, это Амр Ас, его такое желание было, чтобы, ну, стояли долго, делали дуа возле его могилы, что приводится Сахих Бухари. В суне приводится дуа, то есть в суне приводится дуа, даже в некоторых книгах масхаба приводится то, что при посещении могилы делаем только то, что приводится дуа, а там то, что приводится в сунне, а там приводится то, что пророк Мухаммад приходил и стоя делал дуа на кладбище. Что касается чтения Корана на кладбище, ну, у нас, знаете, что Коран читается, даже если Коран не прочитаешь, там больше шум будет, чем не шуму иногда, а так Абу Ханифа сам порицал читать Коран на кладбище. Абу Ханифа порицал, говоря, что нет довода, который разрешает читать Коран возле могил, на кладбище. Но в то же время один из его больших учеников, Мухаммад ибн Хасан Шайбани, он разрешил читать Коран на кладбище, и многие поздние ханафиты взяли мнение именно Мухаммада, а не Абу Ханифы. То, что читать Коран дозволено. Поэтому вопрос внутри масхаба спорный, поэтому как бы из этого не стоит то, что кто читает, там, да, ругать того, кто не читает, и кто не читает, ругать тех, кто читает. Поэтому, когда я вот сам вот лично Коран не читаю обычно, да, но когда я храню, там, да, там все равно перед дуа там нужно пару аятов прочитать, потому что, ну, у нас если не прочитаешь Коран, да, там будет хуже, да, будет больше вреда будет, чем от его чтения. Когда я тут даже вот тесте хоронил в Ульяновске, может, его помыли уже, и там, ну, там у них такое традиция, что там вот, в мечеть в Арапаевке, там на зухр всех привозят. То есть там каждый день, если есть, там привозят на зухр. И после зухра люди выходят, и стоят на джаназа намаз читать. Имам там кто-то захочет, встает намаз джаназа, ты пришли. Это каждый день, там каждый покойник так, ну, такая традиция. То есть всех. У нас только читаем же здесь, когда кто намаз читает, да, общий. А у них там, получается, любой, кого умер в этот день, то... И как у нас там, получается, из того, что мы с морга забрали чуть позже, пока там отдавали, у нас там может помыли, там может притык, потому что нужно доехать, успеть на намаз, там уже спешим, там уже помыли, быстренько все это делаем, уже помыли, то есть все, завернули в кефен, выносим, уже хотел в машину, там, а Коран читать не будет, что ли? Ну, пришлось остановиться, прочитать Куль-ху Аллах, там, Фатиху Куль-ху Аллах, сделать дуа 3 минуты и потом дальше ехать. Ну, потому что все, значит, получается, все выполнено. Потому что для них главное не то, что ты помыл, да, намаз джаназа, главное, что после смерти был, не был, да, Куран, да, был, не был дуа. Это для людей важнее. Не надо же важнее, как помыть, там, завернуть кафен, прочитать джаназа намаз, похоронить. А людей же обычно там самое важное нет, у них важное, чтобы человеку дуа кылдылар, да, дуа, или там прочитали Куран, да, после смерти, и потом дуа прочитали. Поэтому, ну, так люди испугал. Долги... Да, заговорил, да. Про долги до джаназа намаза. Про долги нужно думать сразу после смерти, сразу же. Нет. То есть начинается вопрос про долги, сразу как человек умер, начинаем искать, да, уже, да, потому что нужно искать. А это уже во время джаназа просто это уже там, такой контрольный вопрос. Потому что там же, когда если человек может, искал там, да, всех людей, там, расспрашивал, там, может, там все там бумаги, там, все там его, все да, то есть, ну, что там было, такие бумаги, там, может, там, поискал, там, да, где-то, может, телефон, да, где-то проверил, там, никому это не должен, да, ему не должны, там, люди, все проверил, если, там, все поискал, не нашел ничего, начал спрашивать у людей, потом, когда люди собираются, там, много людей соберется, там, может, скажет, может, есть какой долг? Это уже как контрольный. Хотя об этом человек должен думать сразу, не во время джаназа, да, вспоминаем первый раз, а после смерти сразу же начинаем, когда искать, нет ли тех, кому человек деньги должен. Потому что ну, сразу, это нужно делать до похорон. Да? Получается, в идеале нужно всех найти и расплатиться со всеми, договориться до похорон. Это идеале должно быть. А если когда... Вот, допустим, ладно, человек берет на себя обязанность выплаты долга. Все, да? все. Если человек когда сказал, что я выплачу, все, получается, долг выплачен считается. Но теперь на нем будет обязанность брать выплаты. Обязательно.
Если... Если кто-то утаил это, не сказал, он должен ему? Здесь то, что известно, да, вещи известны, человек это помнит, может, человек забыл там, да, может, человек там специально не сказал, да, но если получается, человек хочет вреда, да, из этого же, он не будет страдать, да, из того, что кто-то сделал вред, хочет сделать намеренно. Поэтому здесь все известные вещи, то есть желаю только благого человека, да, исходя из этого. Может, человек там забыл, там, да, человек должен был, да, он забыл, да, и никогда не вспомнил. Не ему спросим, да, почему ты долг не отдал, если человек забыл и не требовал. Поэтому вещи, которые забываются, они не восполняются уже, да, потому что, не вспомнил. За это не будет спроса с человека, то, что он забыл и не вспомнил. А специально там можешь делать, это уже некрасиво получается. И, так, завершая, да, могила, по исламу, она максимально простая. Потому что там, в принципе, то есть там разные виды оград, там, в принципе, там, да, оградки и так далее, это вещи, скажем, они не везде в мире есть, их и нужда такая небольшая не осталась, но это как просто традицию, хотя, конечно, сейчас большие такие стали, да, то есть, потихоньку там, то есть, с метровых пришли на полметровые, да, потихоньку. То есть камень там, в принципе, дозволен, такой простой небольшой камень, там, конечно, писать там нежелательно, но все-таки минимальная информация, да, то есть дан на человеке хотя бы, то есть, минимально дан на человеке, это что может быть на камне, а все там пытается, то есть, могилы укреплять, там, то есть заливать, там, ложку, что там, ставить кирпичи, там, брусчатку и так далее, там, все эти вещи, это все лишнее. Поэтому мы же говорим, что могилкам это же мертвому не нужна. То есть для мертвого то, что какая у него могила снаружи, ему это его не волнует. Это волнует живых людей. Поэтому украшение, оно для живых, поэтому когда все это украшения, там, всякие, там, многие вещи, которые делаются, там большинство лишнее, потому что это и страх получается сейчас, да, потому что там оградка, там метро, там какие-то 10-20 тысяч, там, да, камень ставят там, за 20 тысяч, да, это все лишнее, потому что все будет стоять, потом все рано-поздно станет старым, надо будет менять и так далее, поэтому все минимально просто. Хотя там камень, получается, можно сказать, что поставил камень и все, скажем, да, полностью. Написал там информировательство, да, дата рождения человека, и все, что необходимо знать. Потому что, в принципе, в исламе же могила же, это не вещь твоя могила. Это у нас так чувствуется, что у нас в России, это станет, да, что это могила как будто человека, вечно его, да. А также по исламу, при каких-то условиях, там, в эту же могилу может другого человека захоронить. Раскопали, человек положить ту же могилу обратно. То, что в Мекке и Медине, в принципе, практикуется, и то, что у нас в Казани было. То есть где-то у нас, в прошлом веке, наверное, да, в Казани такое кладбище было, где хранили несколько раз по одну могилу. То есть до революции такое было. Одно кладбище, где хранили, то есть через какое-то определенное время в ту же могилу хранили нового человека. У нас в деревне так делают, промеж двух могил. Нет, вот эту могилу самую откопали, ту же самую могилу. Там кости там, подвинули там в уголок, там закопали и положили нового человека туда же. Просто у нас так делают, потому что у нас там камень стоит, там, ограда, там же там что там кирпич, там бетон, там, поэтому, в принципе, все уже, да. Могила это забетонирована, да, получается, забронирована навсегда, там уже не сделаешь что-то другое. Но чаще всего все это лишнее. Так, как я говорю обычно, кладбище это место соревнований живых людей. Это живые люди соревнуются, у кого могила красивее. Мертвым на этих могил дела нет. Поэтому там все лишнее, это будет лишнее. Лишнее. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху